Как себя чувствуете, такие одевайтесь, пожалуйста. Без этих украшений было бы лучше, было бы более смотрелось бы более цельно. Ну, может быть, это нормально, да. Друзья, очень рада вас поприветствовать. Меня зовут Айна Курц, очень приятно. Я являюсь куратором ивент-проектов. Я продвигаю концепцию своего бренда одежды одноименного Айна Курц, где продвигаю символ верности, преданности через символ Soulmate. Добрый день, меня зовут Зинаида Михайловна Заболоцкая, я дизайнер одежды и искусствовед. Меня зовут Сергей, я фэшн-стилист, и также у меня есть свой собственный бренд одежды S-Grey. Меня сегодня пригласили для того, чтобы получить какие-то интересные комментарии насчет ИСЭХа. Здесь представлен фотоотчет, когда еще пандемии не было, когда люди еще собирались, ничего не знали, как говорится, что нас ждет впереди. Но тем не менее в этом году ИСЭХ будет, поэтому я очень тому рада вообще. Сегодня мы хотим для вас раскрыть тему, как же одеться, вспомнить для себя, как туда вот трепет души, какой у нас был. Чем это будет ярче, тем лучше. Вообще костюмы для того, чтобы показать, что я ничего не боюсь, я готов к этому году, и лето у меня яркое, все мои родственники яркие, и вообще мы смелые ребята. Я считаю, что как и в Аланхо, и вообще во всех культурных кодах, у нас прослеживается все-таки уважение к природе, и все наши вот эти вот хобби, ремесло, они все отражаются как раз-таки на наших нарядах, потому что одежда, фэшн – это все-таки отражение времени, это все-таки отражение нашей духовной структуры. Вообще, чем человек занимается, то он на себе и отражает. И, соответственно, мы видим меха, мы видим яркие краски, это могут быть цветочки, это могут быть ягодки. Я как искусствовед не могу рассуждать на уровне нравится-не нравится, поэтому мне хотелось бы сказать, что рассматривать одежду будем с двух позиций. Первое – это с художественной точки зрения, то есть это стиль, образ, колорит, уровень художественный и так далее. А во-вторых, с позиции соответствия одежды традиции, потому что ИСЭХ это все-таки не просто какой-то светский праздник, это или вечеринка, это праздник, посвященный культуре, традиции народа Якутии, и поэтому одежда, конечно, должна соответствовать. Чувствуется, что за кадром играет музыка, люди такие же радостные, и это все очень интересно. А вторая женщина прекрасная, она уже одета, так сказать, в Total Color, и это даже интереснее, потому что мы понимаем, что сочетание цветов – это все-таки вещь более сложная сама по себе по подходу. А тут как бы человек для себя взял беспроигрышный вариант, потому что когда ты сочетаешь, в принципе, из одной палитры, то ты беспроигрышно будешь хорошо выглядеть. И люди тебя поймут, и будет сразу ясно, почему, как и зачем. В принципе, вот женщина в белом платье выглядит гармонично, как бы головной убор, платье, там вот эти сумки, аксессуары, в общем, как гармонирует. Ну, что касается второй дамы, здесь, конечно, немножко колорит не очень, ну, с художественной точки зрения, не очень удачный. Жилет вот такой длины, в принципе, там все вот выдержано, как бы отделка, прочее. Но я вот уже сказала, немного по колориту не совсем удачно выбрано. Вот по женщине могу сказать, что немножко не понимаю, это национальный костюм или это просто все-таки платье. Вот. А у бабушки тоже нет как такового холода, есть просто жилет, да, в якутской тематике. Мне нравится, в принципе, эта фотография, потому что она немножко такая задорная с точки зрения того, что они сидят на заборе, веселые, отдыхают и так далее. Конечно же, есть, как всегда, якутские украшения, соломенные шляпы. А так, как бы в целом, это, наверное, комфортные образы для того, чтобы пойти там на праздник. Вот. Но как такового праздного образа у них ни той, у другой, к сожалению, я не вижу.
У якутов в целом в книгах, нынешних каких-то творческих моментах, в одежде, опять же, в дизайне, везде отображается уважение к природе и все-таки его олицетворение в деталях. Нельзя забывать, что украшения не являются просто надеваются с целью показать, что они у тебя есть. Надо еще понимать символику, потому что можно иногда не попасть. И, по сути, в древних временах, когда это все создавалось, даже количество звеньев имело значение, сколько у тебя детей, условно, это тоже надо изучать, это тоже стоит понимать. Молодые все-таки не хотят носить вот такие слишком какие-то классические костюмы, состоящие из хасыты халадая. Но в данном случае девушка в халадае, и здесь, в принципе, форма, все это выдержано с художественной точки зрения, пропорции, там форма рукава, все это присутствует, и вполне гармонично подобран головной убор бастыня из металла, и какие-то украшения на груди и на пальцах. Немножко образ уже стилизованный, усовремененный, скажем так. Здесь достаточно классическая форма халадая. Единственное, что отличает его от остальных множества, потому что всегда халадай — это в основном однотонные какие-то платья, а тут я вижу то ли цветочки, то ли клубники, что-то такое. Вообще я обожаю, как одеваются наши мужчины на осеке. То есть это не просто традиционные костюмы, как бывает у офисников. Это тоже очень красиво. Я обожаю людей в классической одежде. Но у нас именно это смотрится, если честно, очень аристократично. Еще чаще всего бывает какой-то бордовый, темный, синий. И это всегда комплементарно смотрится на мужчинах, особенно наших. И это придает немножко даже статусности, чего мы, девочки, обожаем. Поэтому, молодые парни, тоже, пожалуйста, одевайтесь в наши национальные костюмы. Пожалуйста, ответственно подходите к подбору своего лука, так сказать. Это будет очень красиво. Колорит, конечно, не совсем характерный, но сейчас мужчины большей частью предпочитают такие цвета морской волны, там серый цвет, коричневый. Но это, наверное, правильно. Возможно, крой не совсем, особенно форма рукава, не совсем выдержана. Рукава должны быть, как мы знаем, здесь с густой оборкой. Тут двубортный, то ли это пальто, то ли это жакет. Есть ремень, в серебре, где, вернее, есть пряжка из серебра. Коричневые лаковые туфли. Туфли, возможно, я бы заменил, возможно, на черные, либо, возможно, на какие-то открытые обувь, потому что всегда эсэх происходит летом, и хочется видеть какую-то открытую обувь. То есть достаточно тепло выглядит мужчина. Может быть, это нормально, для этого случая, для этого праздника. Но шляпа тоже традиционная, и вообще, в принципе, без шляп, потому что ты весь день находишься на природе, и солнце, соответственно, припекает. Поэтому тут хочешь не хочешь, шляпу одеваешь. Ого! Тут я вижу очень-очень красивую, на самом деле, пару. Несмотря на то, что девушка все-таки не одета в стандартный халадай, но все равно стоит давать, так сказать, кредит на то, что человек оделся по мотивам природы, как чаще всего повторяют на современных халадаях, на, опять же, узорах тканей на халадаях, национальных каких-то моментах, мотивах. И это все равно сочетание в паре очень смотрится мило, комплементарно. И, соответственно, базовые, о чем я и говорила, на мужчинах бордовый, темный-синий, темно-зеленый, они смотрятся всегда благородно, статусно, опять же, поэтому такие маленькие мотивы, их надо в любом случае использовать в своих будущих коллекциях, в своем гардеробе, это очень интересно и, соответственно, хорошо встречается, потому что то, что нам знакомо из детства, то, что отзывается в нашем сердце, оно всегда будет работать искренним способом в сердцах людей, будет отзываться, и, соответственно, люди будут таким интересоваться и чувствовать в этом что-то родное свое. У мужчины лучше бы брюки потемнее, было бы лучше, может быть, декор по
по борту, по краю борта не совсем как бы соответствует. Ну и даже с точки зрения художественной точки зрения, может быть, это лишнее. Вот декор по краю борта. Без этих украшений было бы лучше, было бы более смотрелось бы более цельно. Женщина в обычном повседневном платье находится. Единственное, мне очень нравятся ее босоножки. У мужчины тоже, да, симпатичный, прикольный жакет двубортный. Вот, правда, не знаю, прошу прощения, как они называются. Красиво украшен кожаными какими-то лейблами, заклепками. Единственное, что не жарко ли ему в этих как сапогах. Просто красиво, очень красиво. В данном случае, скорее всего, это сценический вариант стилизованной одежды. Ну, вот в таких стилизованных вещах вообще говорить о каких-то там соответствии, несоответствии, ну, традициям, это условно, да, соответствие традициям все-таки очень условное. Здесь мне нравится то, что достаточно не часто используемый цвет, в основном холода они голубые, белые, молочные, а здесь вот такой вот яркий лаймовый цвет. Кстати, в этом сезоне он тоже достаточно сам по себе цвет актуальный. Я знаю, как долго все это готовится, все это отшивается, это очень много ручного труда, поэтому только за это можно поставить там 5 с плюсом. Есть люди, которые не особо любят вот прям, так сказать, богатством богатые украшения, они любят больше минимализма, и, соответственно, все равно хочется придерживаться концепции. И интересно, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, вот такие вот, опять же, и такие ремни, ну, как бы пояса, носят чаще всего, опять же, либо особенные женщины, либо мужчины. Но прям, чтобы женский наряд был, и там был такой ремень, это вот редкость. Ну, как минимум, я замечала сама. Поэтому я же говорю, вот то, что вот каждая деталь, она все-таки отражает характер человека, носителя. Можно отнести к стилизованному виду одежды, потому что тут явно как бы вот соответствия традициям как бы нет, и здесь, в общем-то, в этом костюме здесь не требуется. Если говорить с художественной точки зрения, ну, цвет вполне по колориту неплохое сочетание. Ну, что касается решения, в общем-то, могут быть и такие решения. Присутствует некая многослойность, потому что у женщины есть какое-то платье внутри, скорее всего, оно хлопковое, сверху жакет, украшенный, да, в национальном стиле, красивый ремень, красивый головной убор. Ну, все традиционно, симпатично. Это действительно просто приятно, когда люди специально приезжают в Якутию, чтобы посетить ИСЭХ. Я очень много таких людей знаю. Особенно в этом году ИСЭХ будет очень интересный, потому что это все-таки столетие СССР, очень много делегаций. И, соответственно, люди к этому тоже особенно готовятся. Здесь вот мы как раз видим тоже стилизованные варианты холодаев. Вот даже вот средняя девушка, если говорить о соответствии традициям, то это вот ближе и по колориту, и по решению. А вот которые по бокам, да, по сторонам, вот у них более такое как бы, ну, есть соответствие, но уже такие более отдаленно, скажем так. Ну, первое, что бросается в глаза, это девушка афроамериканка. Достаточно необычно смотрится она в костюме национальном, да, нашем. Идет ей желтый цвет, вообще, ну, смуглым типажам достаточно красиво всегда смотрятся какие-то такие теплые цвета, желтый там и так далее. Вот. Девушка слева не совсем холодая, но это что-то такое, видимо, стилизованное.
Вот. Но вот желтый костюм мне очень нравится сам по себе. Как себя чувствуете, так и одевайтесь, пожалуйста. Как бы нельзя там говорить так можно, так нельзя. Все-таки у всех разные вкусы. И единственное, вот мне хотелось бы напомнить, что все-таки нужно помнить, что Исых – это праздник традиционной культуры. Поэтому желательно все-таки придерживаться принятых каких-то там канонов, правил. Я бы посоветовал бы все-таки пойти в чем-то, наверное, стилизованном, не быть немножко не похожим, да, для того, чтобы изготовить, сшить, найти ткани, найти портных, достаточно долгий период, поэтому об этом нужно, конечно, думать заранее. Есть, конечно, позиции, которые продаются заранее, да, какие-то магазины, местные бренды. Можно одеть там красивое шелковое длинное платье макси длины, одеть там немножко якутских украшений, и это будет достаточно смотреться праздно и красиво. По обуви я бы порекомендовал одевать что-то открытое. Босоножки, конечно, нет, что-то на плоском ходу, так как все-таки тебе, ну, девушкам находиться в пространстве до праздника весь день, поэтому все-таки, наверное, должен быть какой-то плоский ход. Те, которые имеют возможность все-таки сделать свой холодай на заказ, то обращайтесь и можете тоже присмотреться к коллекциям модных дизайнеров, которые у нас в Якутске действительно представляют свою уникальную концепцию, которые действительно уважают свою культуру и которые представляют вам свои изделия. И, пожалуйста, будьте модными, стильными, пожалуйста, чувствуйте себя комфортно всегда. Главное, чтобы нравились вы себе сами, и в любом случае все будет хорошо.